Задача руководителя муниципалитетов 24 часа в сутки контролировать ситуацию по подаче тепла и не только в режиме докладов, но и самим выходить на проверку. На заседании правительства глава Коми подчеркнул, на органах местного самоуправления лежит персональная ответственность за подготовку к зиме. Отопительный сезон стартовал уже по всей республике. Больше всего жалоб поступает из Вуктыла. Это стало отдельной темой обсуждения. Владимир Уйба поручил усилить претензионную работу по задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями, а также завершить перевод котельных на экологичное топливо. Ольга Коняева знает подробности. Обсуждение вопросов подготовки к зиме и начала отопительного сезона длится больше 2 часов. Надо учесть проблемы прошлого года. И именно сейчас не только подытожить проделанное за лето, но и определиться с предстоящим. Это замена ветхих сетей, завоз топлива. Кроме того, начинает душить, как выразился Владимир Уйба, огромный долг населения и предприятий, даже бюджетных, перед ресурсоснабжающими организациями. Более 9 миллиардов. Это больше, чем годом ранее. С задолженностями по населению сложились по следующим муниципальным образованиям. Печора – 773,8 миллиона рублей. Усинск – 717 миллионов рублей. Ухта – 612 миллионов рублей. Воркута – 578,9 миллиона рублей. Сыктывкар – 492,8 миллиона рублей. Как вы уже отметили, предлагаем все-таки ресурсоснабжающим организациям активизировать свою претензионно-исковую работу по взысканию просроченных задолженностей. Отопительный сезон в регионе начали раньше нормативного срока, сработали на упреждение, благодаря чему возникшие проблемы удалось решить в теплую погоду. Поступило 620 жалоб, больше всего из Ухты, Сосногорска, Печоры, Сыктывкара, но Вуктыл переплюнул всех. На текущую дату отопление подано ко всем абсолютно потребителям, всем потребителям. Сейчас есть проблемные стояки, проблемные квартиры, есть проблемные участки в некоторых, как в домах, так и в одном из социальных объектов. Поэтому мы продолжаем работать. Управляющие компании отрабатывают по всем заявкам. Очень прошу жителей в этой ситуации обращаться непосредственно в управляющие компании. Если же по какой-то причине управляющая компания не реагирует, то по телефону ЕДДС 23020 всегда примут заявку и проконтролируют выполнение этих работ. Мониторинг ситуации по Вуктылу ежедневный. Больница и детский сад «Сказка» уже подключены к теплу. В другом дошкольном учреждении не греет один стояк. Там работают специалисты. За прошедшие сутки по 21 дому поступило 34 заявки. Все 9 десятков домов Вуктыла дважды проверила комиссия службы стройжилтехнадзора. Вопросов к состоянию жилого фонда, которые могут повлечь срыв отопительного сезона, нет. В настоящее время управляющими компаниями проводятся точечные развоздушивания внутридомовых систем отопления, так как в ряде домов имеются факты проблем по стоякам, где нет отопления. Данные работы осложняются тем, что необходимо попасть в квартиры, и зачастую граждан найти не можем. В Вуктыле обновили 298 метров тепловых и 100 метров водопроводных сетей. Это всего примерно 5-я часть от плана. Теплоснабжающая компания продолжает замену. Работы расписаны по графику и до конца октября должны быть завершены во всех муниципалитетах. Впрочем, это не должно мешать подключению тепла, как это случилось в Сыктывдинском районе. Подрядчику не хватило материалов, из-за чего в 9 домов пока не подавали отопление. Где была голова у этих подрядчиков в июле, в августе, если в 14 сентября они вам докладывают, а вы нам докладываете, что нет трубы. Я понимаю, когда трубу порвало, как в Уктыле, ее там варят. Это одна история. Но когда нет трубы, а у нас 14 сентября. Связано это и с непоставками трубы. Но сейчас этот вопрос решен. Будем делать перерасчеты. Доложу вечером, они должны завершить работы, подрядная организация. Доложили о проделанной работе ресурсники. Запуск тепловой энергии на трубопровод «Спутник» для подогрева Усинского водовода планируется 10 октября. На воркутинских ТЭЦ к газу подключат оставшиеся 2 котла из 7. Специалисты уже отметили положительный эффект от перевода объекта на голубое топливо. В Инте принято решение использовать другой уголь. В районах продолжается инвестпрограмма по переходу на экологичное топливо.
По переводу котельных. Мы вообще в этом году спланировали перевод котельных. Вот 12 штук мы уже перевели на брикеты. Еще планируется перевод 3 котельных в Кайгородском филиале. Сейчас подрядчик устанавливает оборудование. Оно должно прийти к 15 октября. Завод из 2 линий. Ресурсники не могут договориться по цене с местными поставщиками брикетов. Топить углем выходит дешевле. Такая ситуация недопустима, отметил Владимир Уйба. И тут вопросы не только к лесоперерабатывающим предприятиям, но и к правительству Коми. 22 год, извольте, пожалуйста, привести все в соответствие, тарифы все урегулировать, всех лесозаготовителей поставить в правильное положение, исходя из того, что они сегодня творят беспредел. Еще раз говорю, отправлять доску в Германию – это беспредел. И топить углем при этом. И иметь горы, миллиарды тонн или кубов этих опилок. И говорить, а у нас высокая цена, вы все равно не берете. Это полная неразбериха в управлении. Инвестпрограмма по электроснабжению в регионе на сотни миллионов рублей. Ремонтные работы прошли в Устылимском районе, в Усинске, в Уктыле. Замена линий электропередачи, техническое перевооружение подстанций, расчистка просек. Глава Коми отметил, особое внимание нужно уделить труднодоступным населенным пунктам. Должен быть особый алгоритм работы по удаленным поселениям, где бывают частые отключения. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.